Здравствуйте! На телеканале «Салям» Ишимбайские новости. С последними событиями вас познакомлю я, Елена Рей. В администрации муниципального района провели совещание по итогам призывной кампании в этом году. Пандемия коронавируса внесла в процесс отправок в армию свои коррективы. Трижды проводилось переоповещение призывников, поскольку врученные ранее повестки теряли свою юридическую силу. Сроки призыва также откладывались и переносились. В этом году проведение призывной кампании началось только с 12 мая, что наложило отпечаток на процесс комплектования. Команды формировали в ускоренном режиме. Действительно серьезные задачи решались представителями военного комиссариата, организовывалась работа органов местного самоуправления, и Азам Фаридович, будучи председателем призывной комиссии, принимал довольно серьезное активное участие в организации пропускного режима на территорию военного комиссариата, в организации заседаний призывных комиссий, графика переносов и так далее. На сегодняшний день задание военного комиссариата республики выполнено в полном объеме. 112 человек отправлены в сборный пункт Республики Башкортостан. Качество комплектования стопроцентное, возвратов не было. В этом году ребята будут проходить службу практически по всей стране. Географический охват очень широкий. От Крыма до Мурманска по направлению с юга на север и от Смоленска до Владивостока с запада на восток. В Ишимбае продолжается капитальная реконструкция площади Ленина. Перед Дворцом культуры появится амфитеатр, а также сухой фонтан. Кроме этого, здесь установят выставочный павильон, появится сквер, посвященный афганцам, а в центре установят боевой автомобиль БРДМ. Проект стал победителем конкурса развития малых городов. Строительство обошлось в 120 миллионов рублей. Сейчас работы завершены уже более чем на треть. Открытие обновленной площади Ленина запланировано на октябрь этого года. Подробнее в нашем следующем сюжете. Заявка на участие в федеральном конкурсе развития малых городов была отправлена по инициативе главы республики Радия Хабирова в прошлом году. Проект обсуждали совместно с жителями города и с привлечением урбанистов по развитию общественных пространств на уровне Российской Федерации. Также привлекли специалистов из администрации муниципального района. Федеральная комиссия заявку одобрила. По условиям конкурса в категории городов с населением жителей до 100 тысяч выделили на строительство 85 миллионов рублей из федерального бюджета, 24 миллиона из республиканского и 10 миллионов из муниципального. Проект назвали «Площадь Ленина. Перезагрузка». Здесь стыкуются уже с исторических времен все интересные события города. Общественно-политические, социального характера, все происходят здесь. И когда закладывали город, архитекторы еще далекие 60-70-е годы, они смогли заложить именно ту идею, которая была продолжена в рамках нашей концепции. Площадь Ленина – это место, с которого город начинал строиться, расти и развиваться. Поэтому выбрали именно эту площадку. Главная цель – сделать ее главным центром города, продолжить эту традицию на новом этапе исторического развития. Главное – это ядро, это наш амфитеатр будущий. Его пока еще мы не видим, к нему только приступают строители. Амфитеатр будет полукруглой формы, он будет завершать композицию нашего классического ДК. И между амфитеатром и ДК будет фонтан. Он называется «Сухой фонтан», но на самом деле это струи водяные, которые имеют такое название, потому что нет такой классической чаши, в которой собирается вода, а вода прямо будет уходить под плитку, под землю. Струи фонтана обещают сделать играющими, они будут менять свою высоту. Рядом с амфитеатром построят выставочный павильон, где молодые художники Ишимбая смогут выставлять свои работы. На аллее появится сквер, посвященный воинам-афганцам. Новые постаменты планируют изготовить в человеческий рост. Их поставят спонтанными рядами возле боевого автомобиля БРДМ, что создаст особую торжественную атмосферу.
Неподалеку построят шахматно-шашечный сквер, где разместят шашечные столы прямо под открытым небом. Здесь любители этого вида спорта смогут проводить открытые турниры, собираться и продолжать традицию шашечного развития Ишимбая. В сквере сделают два основных направления входа – со стороны улицы Гагарина и между стадионом и первой гимназией, где построят новую аллею, организуют спортивную зону. Таким образом, пройти на площадь будет можно с любой стороны города. По условиям контракта завершение работы открытия обновленной площади планируется в октябре. Елена Рей, Булат Закирьянов, Родион Матвеев. Для информационной программы. С наступлением жаркого периода в республике обострилась ситуация с несчастными случаями на водоемах. По состоянию на 10 июля в Башкортостане погибло 80 человек на воде. Из них 3 отдыхающих на территории Ишимбайского района. В связи с этим распоряжением главы муниципального района Азаматом Абдрахмановым создана межведомственная рабочая группа. Ее целью является профилактика и пресечение противоправных действий на водоемах. Купаться разрешено только на оборудованных пляжах. Тоже возьмите, пожалуйста. Спасибо. Правила соблюдайте, детей без присмотра не оставляйте. Спасибо, хорошо. Вот такие листовки профилактического характера раздают отдыхающим на пляжах республики. В состав рабочей группы входит представитель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, член административной комиссии и представитель полиции. Для обеспечения безопасности на воде в Башкортостане вводятся аттестованные пляжи. На сегодняшний день в республике их 85. В этом году планируется открыть еще 213 таких пляжей. На территории Ишимбайского района единственный открытый аттестованный пляж находится на реке Белой. Остальные места являются опасными для купания. На их месте выставляют запрещающие купание аншлаги. Обеспечение жизни людей на воде предусмотрено постановлением правительства Республики Башкортостан от 17 июня 2013 года за номером 246. Ответственность за нарушение этого постановления предусмотрена административная ответственность. По данным статистики, все погибшие на воде купались на необорудованных пляжах. В аттестованных местах ни одного летального исхода не зафиксировано. Сейчас выделяют 3 основных причины гибели людей на воде. Это купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения и когда родители оставляют детей без присмотра. Купаться можно только в специально оборудованном пляже, который прошел сертификацию, где есть спасатели, которые в случае несчастного случая на воде могут вам оказать помощь. Ну и получается, где взята проба воды на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. То есть купание в местах, которые не оборудованы для купания, то есть водоемы, дикие, так называемые пляжи, там купание запрещено. Межведомственная рабочая группа выезжает в рейды по пляжам ежедневно. За нарушение правил установлена административная ответственность. Накладывается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Елена Рей, Айнур Рахметов и Арсен Рахмангулов для информационной программы. Уже полгода в Ишимбае проводится еженедельный санитарный день «Чистая пятница». Его ввели в конце прошлого года, согласно постановлению администрации. Определили зоны ответственности управляющих организаций, предприятий и учреждений. Горожан призывают принять активное участие в уборке и очистке прилегающих территорий для поддержания чистоты и порядка. За каждым предприятием закреплена территория, на которой сотрудники выполняют работы согласно постановлению о санитарном дне. В летний период это уборка летучего мусора, вывоз веток, покос травы, уборка смета. В очередном мероприятии приняло участие 100 организаций, а это 598 человек. Задействовали 16 единиц техники, всего вывезли 10 тонн мусора. Также начаты работы по чистке и вырубке поросли береговой линии реки Тайрук на улице Горького. Работы будут продолжены. Администрация городского поселения вышла на очистку береговой линии реки Тайрук по улице Горького. То есть производились работы по вырубке поросли клена, покосу травы и, соответственно, вывоза мусора. В этом году в Ишимбае по республиканской программе «Башкирские дворики» отремонтируют 6 дворовых территорий.
Цель программы – создание благоприятных условий проживания для граждан в многоквартирных домах. В перечень работ входят асфальтирование и расширение дворовых проездов, создание дополнительных парковочных мест, устройство тротуаров, вынос люков на уровень дорожного покрытия, дорожная разметка, установка бортовых камней, детских, спортивных и тренажерных площадок с безопасным резиновым покрытием и многое другое. На эти цели выделено из республиканского бюджета 94% средств, 5% из муниципального и 1% средства жителей. Наша съемочная группа побывала во дворах на улице Ленина 2 и 4, на Зеленой 5. Как проходят здесь работы, смотрите далее. В таком виде у нас будут детские и спортивные игровые площадки. В настоящее время мы провели большую работу по благоустройству территории. Во дворе на улице Ленина 2 и 4 уже установили новые бордюры. Их протяженность более километра. Работы по асфальтированию территории практически завершены. Сейчас ведется обработка вокруг колодцев, вынос люков на уровень дорожного покрытия. Уже подготовлены площадки под детское оборудование и спортивные площадки. Сейчас асфальтные работы завершены. Начинаем, в общем-то, мягкое покрытие на детских площадках устанавливать. Ну и, в принципе, дорожки, все у нас, в принципе, готовы. И на следующей неделе мы начинаем устанавливать уличное освещение. Здесь будут современные светодиодные светильники. Проект давно спланирован. Представители подрядной организации МУП ДЭС готовятся к завершению работы. По их словам, эта дворовая территория отремонтирована уже на 85%. Работы ведутся с 1 июня и к 30 июля будут завершены. Если сами жители не будут заинтересованы в этой программе и не примут участие в создании проекта, то ничего не получится, уверена Рима Фролова, жительница дома на Ленина 2. Как улучшить дворовую территорию, она тщательно продумывала вместе с другими собственниками жилья. С момента подачи заявления на участие в программе «Башкирские дворики» до воплощения идеи в жизнь прошел год. Все это время жители многоквартирных домов вместе с управляющей компанией создавали совместный проект. Большая работа была проведена, чтобы войти в эту программу именно с жителями, совместно с представителями управляющей компании. Много было обсуждений, много споров, пока создавали проект, пока пришли к общему мнению, как сделать лучше, для жителей лучше, чтобы не нарушить ничего в плане коммуникации здесь. Качеством работ, по словам жителей, они очень довольны. Здесь будут не только детские игровые комплексы и спортивная площадка, но и современный пластиковый хоккейный корт. А детское и спортивное оборудование на площадках рассчитано на ребят разных возрастов, чтобы привлечь к занятиям и отдыху все возрастные группы. Жительница дома на Зеленой 5 Антонина Степанова с увлечением рассказывает о том, как обсуждали с соседями проект благоустройства дворовой территории. Она уверена, детская площадка здесь необходима, ведь в каждой квартире этого дома проживают минимум 2 ребенка. С жильцами быстро сошлись во мнении, споров не было. Думали, как это сделать, так сделать, потому что эта площадка очень маленькая, двор у нас маленький, и все это укомпоновать очень было трудно. Конечно, благодаря проектировщикам, сотрудникам ДЭС, ну и кто, как говорится, строители понимают в этом толк, помогали друг другу все. И наконец-то все это сбылось, проект есть. На данном этапе выполнено 80% всех работ. Работы ведутся без выходных, ненормированно на рабочем графике. Жители остаются довольны. На данном этапе здесь установлены МАФы, подготовлена детская площадка под резиновую крошку, заасфальтированы входные группы перед подъездами, тротуары, установлены бордюры, подготовлены под асфальтирование тротуары за домом. Следующий этап – асфальтирование проезжей части. К 30 июля объект будет полностью сдан. Для того, чтобы участвовать в программе «Башкирские дворики», жильцы многоквартирных домов пишут заявление на имя главы администрации города. То есть выезжает комиссия, принимает решение, да, действительно ли нужно здесь проводить капитальный ремонт. То есть и уже вводится в реестр, который будет, допустим, ремонтироваться на следующий год.
Напомним, в прошлом году по республиканской программе «Башкирские дворики» в Ишимбае было отремонтировано 10 дворов на сумму свыше 52 миллионов рублей. В этом году отремонтируют 6 дворов на сумму свыше 59 миллионов рублей. Елена Рей, Ильназ Бекузин для информационной программы. На сегодня это все. Всего вам доброго. До свидания.